Ну что, всем доброго утра, хорошего настроения. Вот такой у нас необычный сегодня состав. С вами Павел Танин. И Вероника Тамтосова. Мы рады вас приветствовать, рады сказать вам доброе утро. А все почему? Потому что начинается новый день, а вместе с ним и начинается самая утренняя, самая семейная, самая уютная телепрограмма на телеканале Якутия-24 «Утро Якутии». Ну, всех явно разбудил, всех позвал к телевизору поближе. Самое время поговорить о чем? Конечно, о самом главном. Сейчас на улице немножко потеплело. Как именно, узнаем прямо сейчас. В центральных районах сегодня 24-28 ниже 0, в Заречной группе 21-29 градусов холода. В южных минус 16, минус 22. Давайте перебираться туда. В Вилюйской группе минус 20, минус 30. В Нижнеренских 24-32 со знаком минус. В западных минус 17, минус 24. В Колымо-Индигирской группе Улусов 37-46 ниже 0. В Янских 41-46 градусов мороза, на северо-западе 35-38 градусов холода. Но в столице температура в 6 часов утра просто сказочная, 25 градусов ниже 0. Атмосферное давление 744 метра ртутного столба, ветер северный 3 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске небольшой снег, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду, но температура по-прежнему хорошая, 21-23 со знаком минус пока еще. Замечательно в Якутске сегодня, особенно автолюбителям. Я всегда за эту тему ратую, потому что в течение дня можно не укрывать автомобиль портативными гаражами. Это хорошо, как минимум, это радует. Особенно для тех, кто, знаешь, со стремянкой практически это делает. Да, такие тоже бывают. Но мы уже о другом поговорим, о том, что масленичная неделя началась. Это значит, что весна, она постепенно наступает, вступает в свои права, и это уже как бы не только по погоде, а просто календарно. Ну, это отличный повод узнать новый рецепт блинов и вспомнить несколько правил безопасного празднования всеми любимого народного гуляния. Традиция праздновать Масленицу с блинами одна из самых любимых, но врачи уже заранее предупреждают. Для нашего организма блины не самый полезный вариант еды. Это сочетание быстрых углеводов и жира, что создает дополнительную нагрузку. Я так чувствую, ты немножко расстроился, да? Как и я. Амбассадор углеводов и жиров я. Ну, поэтому спешим напомнить, что есть несколько правил. Не ешьте блины натощак, а только как часть основного приема пищи с паузами. Для взрослого здорового человека норма блинов – это 2-3 блина в день, ребенку 1-2, и то не каждый день. Выбирайте легкие начинки: творог, ягоды, запеченные фрукты, нежирную рыбу. Ну а тяжелый вариант – это сгущенка, жирная сметана, шоколадная паста. Они не в приоритете. И лучше ограничиться одним видом начинки за раз. Ну, то есть не 5 блинов с разными. Для организма это очень тяжело. Да. Ну а для тех, кто увлечен спортом, сообщаем, что уже стали известны имена 10 новых чемпионов Якутии по масс-рестлингу. В Якутске завершился чемпионат республики по масс-рестлингу памяти Гаврила Десяткина. В рамках соревнований 10 спортсменов впервые в своей карьере поднялись на высшую ступень пьедестала. Вот такими новостями мы готовы с вами поделиться. А их еще больше, этих новостей, потому что наши коллеги из информационной службы вот-вот уже готовы рассказать о них. Приветствую, коллеги и зрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Спрос на кредиты оживает, когда ключевая ставка упадет до 12-13% годовых. При действующей ставке 15,5% люди не готовы брать новые займы из-за высоких процентов, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Депутат объяснил, что сейчас банкам дорого брать деньги у Центробанка, поэтому для клиентов кредиты становятся слишком дорогими. Потребительские кредиты часто обходятся в 20-25% годовых. Такие платежи тяжело ложатся на бюджет, и многие не решаются брать займы. Восточный экономический форум во Владивостоке в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября. Глава государства, выступая на юбилейном экономическом форуме, напомнил, что развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век. За прошедшие годы это дало огромный скачок. ВВП вырос с 4 до 11 триллионов рублей. Лидеры по инвестициям в основной капитал за 10 лет – Якутия – 4,5 триллиона рублей, Амурская область – 4 триллиона рублей и Сахалинская область – 2 триллиона 6 миллионов рублей. На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточном федеральном округе, отметил Владимир Путин.
До Дня защитника Отечества остается совсем немного времени. Якутия направила очередную партию традиционных подарков для бойцов-якутян, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Отправлено более 15 тонн праздничных наборов. В бокс вошли оленина копченая и вяленая рыба, колбаса из жеребятины, ароматная уха, брусничные сиропы и варенье. Работа по обеспечению не прекращается. Республика направляет гуманитарную помощь и необходимое снаряжение. В преддверии Дня защитника Отечества подготовлены продуктовые подарочные наборы от имени жителей республики для военнослужащих, участников спецоперации. Состав подарочного набора – продукция местных производителей. В основном это рыба и мясная продукция, чтобы наши военнослужащие чувствовали поддержку и заботу о родной Якутии. Подарочные наборы по плану будут направлены в госпитали Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Приморского края, Хабаровского края и в зону проведения специальной военной операции. С 11 февраля начинаем выдачу подарочных наборов военнослужащим, находящимся в отпуске в городе Якутске по адресу Амосова, 18, кабинет 2/4. При себе иметь документы и отпускной билет. Автозимник на Ленские столбы Батама и Лабыджа официально открыли 13 февраля. Грузоподъемность до 10 тонн. Для удобства посетителей на территории национального парка уже расширена просторная парковка, а также подготовлены места под кафе и уютные маленькие мангальные зоны. Кроме того, в ближайшее время будет анонсировано официальное открытие зимнего туристического сезона этого года. В Якутске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Сборная Якутии завоевала золотые медали в групповых упражнениях по программе первого спортивного разряда. Кроме того, команда республики в индивидуальной программе первого спортивного разряда впервые в истории художественной гимнастики региона стала серебряным призером в командном зачете. Соревнования являются отборочным этапом. По итогам будет сформирована сборная Дальнего Востока для участия в первенстве России. Ну, трудность, наверное, в том, что сделать все синхронно и кидать все броски на точку. Ощущения очень радостные. Это очень обрадовало нас. В день мы тренировались по 6 часов. Наверное, ошибались больше в лентах. Соперницы все были на высоком уровне. Было волнительно, чуть страшно, но мы собрались. Ну а после серьезных новостей давайте немного зарядимся позитивом. В Харбине, в полярном парке, пингвины стали звездами благодаря необычному аксессуару. Пернатые прогуливаются по павильону с миниатюрными рюкзаками на спинах. Да, забавный вид птиц тут же породил народное прозвище «прогульщики». Действительно, издалека пингвины с рюкзаками напоминают школьников, решивших устроить себе внеплановый выходной. Многие отмечают, в этих пернатых словно оживают наши повседневные маленькие неурядицы. Всем знакомо чувство, когда не хочется идти на работу или учебу. Смотришь на них и будто видишь себя морозным утром. Такая же неторопливая походка, чуть сутуленные плечи и мысленная «ну вот опять». Особенно если за окном гололедица, и впереди длинный день. Гости отмечают, кстати, что вживую птицы выглядят даже милее, чем на фотографиях. Так что, если окажетесь в Харбине, обязательно загляните в Polar Land, чтобы увидеть знаменитых прогульщиков во всей красе. Ну, очень забавные ребята. Глядя на этих очаровательных прогульщиков, так и тянет последовать их примеру, взять рюкзак и неспешно отправиться по своим делам. Ну, прежде чем надеть свой рюкзак и в похожей, только более энергичной, конечно, походке двинуться на работу или учебу, давайте сделаем паузу на короткую зарядку. Всем доброе утро! Сегодняшняя зарядка посвящена тем, кто много времени проводит в офисе. Давайте представим, что у вас есть для этого только стул. Садимся боком на стульчик, а ручки у вас будут стоять на спинке стула. Вы делаете хороший вдох, вытягиваетесь за макушку вверх. И с выдохом вы начинаете делать легкую динамичную скрутку, поворачиваясь в сторону спинки стула. Разворачиваемся и опускаем плечи вниз, вытягиваемся за макушку. Такое упражнение снимет напряжение и спазмы в спине. И
И затем мы делаем то же самое упражнение на другую сторону. Разворачиваетесь другим боком, укладываете ручки на спинку стула, делаете вдох и с выдохом разворачивайтесь в сторону спинки стула. Мягкие развороты мы делаем только на выдохе. Плечи опускаем назад и вниз. Грудную клетку подтягиваем вперед и вверх. Подбородок к грудной клетке. Вдох. И с выдохом выходим из положения. Следующее упражнение достаточно простое. Вы просто садитесь, укладываете спинку стула под грудной отдел и вытягиваете ручки вверх с небольшим прогибом в грудной клетке назад. Подбородком и лицом вытягивайтесь к потолку, а за макушкой тянетесь назад, удлиняя шею. Вдох. С выдохом убирайте руки через стороны. Следующее упражнение. Вы встаете напротив своего стульчика, укладываете ручки на спинку стула и уходите тазом, отходите назад, оттягиваете таз назад, а за макушкой вытягиваетесь вперед. И попеременно начинаете сгибать ноги в коленях и тянуться грудной клеткой к бедрам. Вдох и выдох. Вытягиваетесь в спине. Вытягиваетесь за макушкой вперед. Вдох и выдох. Следующее положение. Укладываете ручки на сидушку стула вашего. Отходите ножками назад подальше, как будто это собачка мордой вниз. А затем вы перекатываетесь вперед вместе с тем, что уходите на носочки, и вытягиваетесь за макушку вверх. Подтягиваете коленки и подкручиваете копчик еще вперед. Вдох. С выдохом обратно выходите в такую позицию, как собака мордой вниз, просто со стульчиком. Пятки хорошо прижимаем к полу и тянемся лицом вниз. Занимайтесь йогой как по утрам, так и во время рабочего дня. Но мы привыкли уделять внимание физической форме, делаем зарядку, занимаемся спортом, следим за здоровьем тела. Однако не менее значимо тренировать и интеллект, развивать логику, учиться мыслить нестандартно и поддерживать мозговую активность. Именно такую возможность дают современные олимпиады. Они уже давно вышли за рамки простой проверки школьных знаний. Сегодня это уникальная площадка для самореализации, где ученики могут продемонстрировать креативность, мышление, показать искреннюю увлеченность предметом, раскрыть свой интеллектуальный потенциал. И яркий пример такого подхода – Олимпиада «Высшая проба». Олимпиада – это финальный этап, который сейчас проходит по всей России, в том числе в Якутске. И в нашей студии сегодня организаторы из Высшей школы экономики из Москвы, аспирантка Департамента психологии факультета социальных наук Дарья Белослуцева. И о важности Олимпиад мы сегодня поговорим. Доброе утро. Доброе утро, Дарья. Ну, это все интересно. Конечно, вышка проводится с 1997 года, да, охватывает площадь по всей стране, то есть в каждом городе. Расскажите подробнее о целях Олимпиады. Зачем вообще Высшая школа экономики проводит ее, и кто может поучаствовать? То есть какая возрастная группа, какие школьные классы? Ну, поучаствовать могут все школьники с 7 до 11 класса, там по разным профилям по-разному. И да, действительно, Вышка проводит эту Олимпиаду уже почти 30 лет, получается, ежегодно мы ее проводим. И наша главная цель — это выявить школьников, которые умеют мыслить нестандартно, вне шаблонов, как-то, ну, в общем, если ЕГЭ, например, проверяет шаблонность, алгоритм решения задач, и школьник может натаскаться на эти задания, то в Олимпиаде такого нет. Там каждый год абсолютно разные задания, и таким образом мы пытаемся по всей России, мы — это не только Высшая школа экономики, конечно, это всем университетам нужны такие студенты, в общем, найти таких школьников, которые могут вот, посмотреть на эту задачу с разных сторон. А какие предметы представлены внутри Олимпиады? То есть, я так понимаю, выходит немножко за рамки вот стандартных, привычных, там, условно, математики, биологии, химии. Что еще внутри, в чем можно себя испытать? Да, действительно, профилей очень много, 28 в этом году. И там есть все базовые школьные предметы, вот физика, химия, математика, русский, но также есть и такие более специфические, как востоковедение, культурология, психология, социология, в общем, очень много. Дизайн там, на вообще весь, на любой вкус.
Но все-таки получается, что вот школьные экзамены это что-то шаблонное, а вот именно Олимпиада это вот должно быть врожденный навык подходить к задаче нестандартно. Ну, я бы, наверное, не сказала, что это именно врожденный навык. Ну, может быть, там есть какая-то предрасположенность, но вот даже не знаю, это сложный вопрос. Просто интересно, можно участника Олимпиад воспитать и выучить, или все-таки это должно быть какое-то креативное мышление, которое сложилось вот, ну, до седьмого класса? Ну да, безусловно, оно должно сложиться, но также оно может сложиться и в процессе решения как раз этих Олимпиад. То есть у нас есть разные преимущества. В 11 классе это там более легкое поступление в университет, но если ребята участвуют с 7 класса, конечно, они каждый год видят вот такие творческие задания, вот они решают 7, 8, 9, 10 класс. Уже 11 класс они приходят, 5 раз уже видели разные творческие задания, и им уже, конечно, проще. Ну, то есть можно все-таки найти подход. Можно, да. Ну, в целом, в последнее время Олимпиад вообще огромное множество становится, причем вот там, если сравнить на те же 30 лет назад скакнуть, вроде бы и предметов не так было много, а сейчас по всему, в чем угодно можно себя испытать, стать победителем, опять же, получить какие-то преимущества при поступлении дальнейшем. А с чем все-таки связано, что Олимпиад становится так много? Ну, честно говоря, я вот первый год занимаюсь вообще этими олимпиадами. У нас очень много организаторов, которые, вот есть головной офис в Москве, которые все это мониторят, в общем, административные какие-то задачи решают, ну и составляют эти задания. И есть часть организаторов, которые командируются в города, вот я в том числе. И ну, у меня, конечно, задача чисто вот конфиденциальность сохранить вот этих материалов, привести их сюда, контролировать проведение и увести их обратно. И поэтому, ну, не то чтобы я как-то мониторю, вот почему становится больше и меньше олимпиад, но я бы, ну, на мой взгляд, просто это становится каким-то, может быть, мейнстримом или что-то типа того. Каждый университет хочет запустить какую-то такую олимпиаду, но все-таки высшая школа экономики, она очень сильно выигрышно отличается, вот, высшая проба отличается от других олимпиад. Вот есть высшая проба, есть олимпиады в рамках Малой академии наук. Ребенку очень сложно сделать выбор, но еще более сложно определиться родителю. Да? Вот как родителю и ну, будущему, может быть, даже поступающему абитуриенту выбрать олимпиаду правильно? Выбрать олимпиаду или выбрать направление внутри олимпиады? Ну, может быть, и то, и другое. То есть это должны быть экзаменационные предметы, которые он будет сдавать, это должна быть вуз, в который он хочет поступать, быть организатором, или давать возможность поступления. Вот что, на ваш взгляд, является более приоритетным, если выбирают именно вот вашу олимпиаду? Ну, может быть, много вариантов. Если школьник, например, уже определился, в какой университет он хочет поступать, конечно, ему есть смысл участвовать в олимпиаде конкретно этого университета и конкретного направления, куда он хочет пойти. Но высшая проба все равно остается более приоритетным вариантом, на мой взгляд, потому что она перечневая, и она позволяет студентам, школьникам поступать, ну, в общем, она дает разные преимущества по всем вузам России, не только в высшей школе экономики. И, в общем, участвуя в этой олимпиаде, ребенок точно не проигрывает ни в чем. Ну, то есть, получается, нет такого ограничения, что только к нам? Ну, нет, да. Ну вот вопрос по, собственно, участию, да, ну не только участию, а, наверное, через призму того, что Олимпиада, победа в Олимпиадах — это все-таки какое-то преимущество при поступлении в вуз в дальнейшем. Помимо участия и побед в Олимпиаде, что-то еще является каким-то вот бонусом? То есть, да, вот есть понятие портфолио. Нужно ли его собирать? Должно ли оно только состоять из участия в Олимпиадах или что-то еще, какие-то активности, какие-то увлечения человека могут стать, ну, таким неплохим бонусом при поступлении в высшее учебное заведение? Ну, конечно, есть разные траектории поступления в университет. Это может быть и сбор портфолио, может быть, школьник выбирает сдать все экзамены ЕГЭ на 100 баллов, но Олимпиада остается, на мой взгляд, наиболее таким легким путем поступления. Можно, конечно, собирать портфолио, можно настраиваться на ЕГЭ, решение вот этих шаблонных задач, но можно прийти на Олимпиаду, попробовать свои силы в этом. Тем более, что у нас в Якутске Олимпиада проводится, ну, то есть Высшая школа экономики — единственный университет, который с перечневой Олимпиадой приезжает во все города России. И мы приехали в Якутск в том числе, чтобы дети могли прийти. Мне нужно было уезжать куда-то в Москву, в Питер, в центральную часть России, чтобы написать эту Олимпиаду. И здесь у нас есть шикарная площадка, это Институт развития образования и повышения квалификации, где дети могут прийти, спокойно, комфортно написать, и, в общем, они точно ничего не потеряют, если поучаствуют. И последний вопрос на сегодня, к сожалению, да, времени так много. Вот как подготовиться к Олимпиаде психологически? То есть психологический настрой меньше ключевое значение при сдаче каких-то нормативов, олимпиад. Вот что должен знать родитель и ребенок?
Ну, самое главное — это помнить, что даже если это будет проигрыш на Олимпиаде, это все равно не конец жизни. В любом случае, это очень хороший и полезный опыт, это видение задач, ну вот как они в реальной жизни происходят, когда нет каких-то конкретных условий, верного, правильного решения. В любом случае, когда школьник участвует в чем-то таком, он расширяет свой кругозор. И нужно, конечно, выбирать олимпиаду, которая вот близка по душе. Если у нас какой-нибудь психолог растет, да, то на физику идти не нужно. Спасибо большое, очень интересно. Желаем успешного завершения, ну и с нетерпением будем ждать результатов. Спасибо. Ну, вот затронули вопросы именно с творчеством, и далее про творчество поговорим. Якутское кино сегодня — это феномен, который заметили далеко за пределами республики. Острые сюжеты, сильные характеры, уникальная атмосфера. Но за каждым кадром стоят не только режиссеры и операторы, но и те, кто создает главное — правду на экране — актеры. Где учатся те, кто сегодня снимается в наших фильмах? Оказывается, в Якутии есть своя кузница талантов, единственная в республике киношкола «Сиджай», где побывала Катерина Накурова. Пока одни мечтают о красной дорожке, ученики Сиджай по ней уже ходят. Это не просто кружок актерского мастерства, а полноценная фабрика кадров для якутского кинематографа. Все мы когда-то мечтали в детстве стать актерами, сняться в кино, быть в творчестве. И наша киношкола, получается, реализует наши детские мечты. По итогам освоения основной базы актерского мастерства наши дети снимаются в фильмах. У нас проводится множество кинопроб, кастингов. К нам приходят из кинокомпаний, проводят свои кинопробы, отбирают, получается, детей на свои фильмы. Мы сняли уже 3 короткометражных фильма, которые мы презентовали в кинотеатре. Устроили для детей настоящий праздник, примеры. Дети выходили на экран, их приветствовали, аплодировали. Так что мы дальше тоже настроены радовать детей, тоже больше снимать их в фильмах. Якутское кино активно развивается, и возникает острый дефицит подготовленных актеров, особенно детей, понимающих специфику съемок и умеющих работать в кадре. Потому Сиджай своего рода мост между желанием сниматься и профессиональным кинопроизводством. Сразу взять и сыграть, но может не каждый. Вот поэтому особенно дети, они очень зажаты перед камерой, перед людьми, даже передо мной могут они. Чтобы избавиться от этого, мы все время раскрепощаем тело. Вот. Дети особенно зажаты в пластическом варианте, не могут контролировать свою речь и одновременно движение. И поэтому все время отрабатываем, работаем и избавляемся от этих зажимов. И это дает свои плоды. Действующие ученики и выпускники школы уже мелькают в титрах и в независимых проектах. Я хочу стать актрисой, да, и это очень помогает мне. Мы развиваем артикуляцию, сценическое движение. Да. И мне больше всего нравится сценическое движение, как мы ходим по уровням, 1-й уровень, 2-й, 3-й и так далее. И мне еще нравится то, что мы ставим этюды, сценки и так далее. Надо не стесняться, главное, и еще главное трудиться много, надо быть упрямой, да, и тогда у тебя все получится, ты станешь известной, крутой. А не так давно школа открыла двери и для взрослых в формате интенсива. Так, за короткий период можно получить базовую основу по актерскому мастерству. К нам уже было 2 интенсива, 2 группы приходили, и было очень интересно с ними заниматься, потому что люди совсем из разных сфер, которые там бухгалтера, люди, которые работают по проектам, бизнесмены были. Интенсив у нас не направлен именно для того, чтобы сделать актеров. Вы приходите, и вы точно станете актерами. Мы помогаем раскрыться людям, работать на камеру, помогаем, потому что люди не видят же себя со стороны, им страшно сниматься.
раскрепощение. В любом случае, в вашем портфолио будут короткометражные фильмы. И кто знает, возможно, и роли в полном метре. Джай в переводе с якутского означает «сияй». Это отличная метафора для школы, которая раскрывает во взрослых и в детях новые таланты. И, возможно, именно здесь учится будущая звезда якутского кино, которая прославит его на весь мир. Катерина Винокурова, Артумен Наговицын. Специально для «Утра Якутии». Вообще, это замечательный год для самореализации, это год культуры. 2026 год объявлен Якутией годом культуры, цель которого — сохранение наследия, развитие творческого потенциала и повышение уровня культуры. В этом году Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина отмечает 135-летие. Сегодня в рубрике «История в кадрах» мы узнаем об истории создания одного из старейших культурных учреждений республики. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В этом году Государственный академический русский драматический театр имени Александра Пушкина, одно из старейших культурных учреждений Якутии, отмечает 135-летие. Начинавшийся по инициативе русской интеллигенции еще в 1863 году как кружок любителей музыки и литературы, в 1889 году он был преобразован в Общество любителей драматического искусства. Устав общества в 1891 году утвердил лично сам министр внутренних дел Российской империи. В 1908 году для театра был построен клуб приказчиков. К 1940 году здание устарело, началась стройка нового, и тут грянула война. Тем не менее, 7 ноября 1941 года деревянное здание русского театра на 450 мест было открыто. Во время войны на творческий рост повлияли приехавшие в Якутск ученики Мейерхольда Владимир Бутурлин и Павел Урбанович. Была открыта первая актерская студия. Труппа всегда прирастала интересными выпускниками. Например, в советские годы сюда приезжали театральные курсы из Красноярска, Владивостока. В новой истории свежими кадрами помогали школа-студия МХАТ, легендарная «Щука», Арктический институт культуры. Кто-то уезжал, кто-то сроднился с Якутией и навсегда остался здесь. Многие годы театром руководили интересные личности: Дмитрий Ходков, Владимир Иванов, Валерий Келле-Пелле, Константин Ануфриев, Александр Ломака, Иван Подоницын. И каждый внес свой личный вклад в развитие и становление родного театра. В 1957 году коллектив заехал в новое каменное здание, где театр располагается сегодня. В те же годы сформировался легендарный актерский дуэт ветеранов войны, будущих народных артистов РСФСР Валентина Антонова и Нины Константиновой. А с 1969 года начался 40-летний творческий путь будущего народного артиста Российской Федерации Александра Кузнецова. В театре служили Борис Пеньков, Станислав Скорпань, Владимир Павлов, Валентин Макаров и другие. В 1980 году театр был награжден орденом «Знак почета», а в репертуар вошли дневные сказки. В 1978 году со спектакля «Трамвай. Желание» Уильямса в историю вошло имя выдающегося советского режиссера Валерия Келле-Пелле, который руководил труппой целых 12 лет. В 1992 году, благодаря художественному руководителю театра Юрию Козловскому, при участии народного артиста СССР Олега Табакова при театре был открыт филиал школы-студии МХАТ имени Немировича Данченко. Выпускники по сей день составляют основу труппы. Сегодня театр является форпостом русской культуры на севере, самым посещаемым в Якутии. С 1998 года он носит звание академический, а в 1999 году ему присвоено имя нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. В нашем эфире мы постоянно погружаемся в историю, что еще раз напоминает нам, сколько вообще удивительных событий в жизни происходило и происходит, в принципе, даже сегодня. И сегодня, 16 февраля, дает для этого отличный повод. В этот день, в 1831 году, родился автор знаменитого «Левшини», писатель Николай Семенович Лесков. А в 1906 году в Петербурге открыли памятник композитору Михаилу Глинке, чья музыка стала символом русской классики. Ну и помимо культуры, этот день богат событиями, какими узнаем прямо сейчас.
На календаре 16 февраля. Сегодня день разведки Военно-морского флота России. День архива Минэнерго России. По народному календарю Семен и Анна, хранитель младенцев. Починки – один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Этот день в истории. Петр I издал указ о наследии престола. В ходе гражданской войны в США северяне одержали крупную победу. Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Вступил в силу Киотский протокол – международный документ, принятый в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этот день родились Николай Лесков, русский писатель-прозаик, Михаил Тухачевский, советский военачальник, маршал Советского Союза, Михаил Швейер, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей. Ну, а вот мы сейчас сидим, и благоухает в нашей студии кое-чем вкусным. А чем может благоухать в понедельник, 16 февраля 2026 года, когда началась Масленичная неделя? Конечно, блинами. И вот поэтому мы сегодня в такой атмосфере не только про блины поговорим, а поговорим в том числе про то, как вообще вот Масленичная неделя может пройти, куда, чтобы посетить можно, какие мероприятия. А об этом нам расскажет Светлана Ивановна, заведующая Дома культуры села Табага. Доброе утро. Да, доброе утро. Ну, вот какие дни пройдут гуляния в этом году и какие площадки будут задействованы? Это, наверное, вопрос, который интересует всех телезрителей. Да, Масленица у нас один из любимых праздников, и всю неделю мы будем праздновать, то есть наши культурно-досуговые дома культуры будут встречать. Ну, сегодня мы открываем торжественно Масленичную седмицу в селе Табага, Дом культуры «Кедр». В 11:30 у нас общий сбор. В 12 часов будет театрализованное представление, блинный стол, ярмарка, коробейники, все как полагается. Вторник у нас заигрыш. Его будет делать Дом культурной одежды, село Пригородное. Лакомка у нас среда, его будет делать микрорайон Кангаласы, то есть мы гуляем от мыса до мыса. Так что в четверг у нас широкий четверток, у нас его делает Чичир, микрорайон Марха. А в пятницу у нас тещины посиделки. Это у нас Центр культуры современного искусства, ДК Гагарина старый, да. Что у нас еще? Мы дошли. Вот сейчас суббота получается? Суббота, да. Суббота у нас Заловкины посиделки. Его тоже делает микрорайон Марха, культурно-спортивный центр «Пульс». Там девчата тоже приготовили очень насыщенную программу. Ну и такая кульминация праздника – это наше прощенное воскресенье. Она пройдет в Старом городе. Там тоже очень хорошая программа. Дефиле Павло-Посадских платков, концертно-конкурсная программа. Что еще? Ну, музыкальная викторина. Ну и молодецкие забавы. То есть каждый найдет себе увлечение, развлечение, себя показать, людей посмотреть. Ну, будет очень интересно. Вообще, Масленица — это все-таки традиционный праздник, да, он уходит корнями тоже глубоко далеко в историю. Вы перечислили, в принципе, по дням, да, каждый день что-то означает. А вот через как-то обряды традиционные, старинные, что будет проходить в эти дни? Потому что вот я, допустим, знаю, только чучело жгут. Ну, сегодня мы его изготовим, встретим. Насчет сжигания у нас, конечно, сейчас противопожарная безопасность, но как-то современный мир, они все равно на обряды тоже влияют. То есть там какие-то материалы, скорости изготовления. Ну, вот мастер-класс у нас традиционно проходит. Ну и потом самое главное, это, конечно, блинные столы, погулять, хорошо поесть, потому что мы же входим в Великий пост. Ну, какие старинные? Прежде всего, это семейные такие встречи, это общение, это Масленица, это время ходить в гости, чтобы потом в воскресенье мы простили друг другу все обиды и со спокойной душой уже находились по гостям всю неделю, а потом в воскресенье давай прощать друг друга. Так. Ну, это прежде всего, конечно, сначала общение. Ну вот, масленки мы делаем, блины печем. Что песни поем, гуляем, веселимся, да, все. Но какие активности специально для детей? Потому что, радоваться, вот скоро приход весны, радоваться блинам, как символу солнышка, да, это все-таки в том числе и про детство.
Ну, про детство. Дети непременные участники праздника. Они любят к нам ходить. Во-первых, они же всегда лакомятся, их там угощают сладостями. Ну, и потом они могут, ну, как сказать-то, они могут принять участие во всех спортивных состязаниях. Потом это прекрасная возможность с семьей, с родителями, да, где-то поучаствовать в конкурсах всевозможных. Поэтому, да, у детей будет чем заняться. Ну, вот говоря про Старый город, да, в кульминации всей Масленичной недели, можно поподробнее рассказать, что на этой площадке будет, может быть, даже во временных диапазонах, чтобы люди уже, может быть, к воскресенью начинали готовиться примерно. Да, ну с 11:30 в Старом городе начнется зазывальные вот эти приглашения гостей. Потом там будут игры со зрителями, активности будут. Вот начало конкурсной программы, дефиле в платках, в русских народных костюмах, участие, большой хоровод, такой флешмоб. Мы все там будем. Будет очень красиво. Есть ли возможность вот реализовать себя и заранее подготовиться к каким-нибудь конкурсам? То есть дома там будет ли конкурс блинов там отдельно, может, конкурс можно как-то моды, помочь да. организации Может, можно праздника? помочь в организации, да. Ой, ну, мы рады. Самое главное, это, конечно, желание прийти поучаствовать, просто принять такое решение. Потому что в воскресенье иногда не очень охота куда-то выходить даже. Но как можно принять участие? То есть, ну, информация вся есть в управлении культуры у нас. В любое досуговое учреждение можно прийти и подать заявки для участия. Главное, в общем, это в концерте, настроение. да, главное настроение, потому что это будет, ну, уже такой теплый день. Думаем, да. Ну и, конечно, мы не можем вас отпустить. У нас блины на столе. Вот у каждой хозяйки есть такой свой исключительный рецепт. Вот в чем особенность вашего? Ой, ну, я даже не знаю. У нас очень скородумный такой рецепт. То есть у нас, ну, традиционный, я думаю, как у каждой хозяйки, но это тоже всегда хорошее настроение. Покрытая голова, теплое молоко, 3 яйца, ну и немножко обмануть кипятком. Заваренное тесто и выпекать на горячей сковородке, смазанное свиной шкуркой. Свиной шкуркой. Ну вот, кстати, Тогда не пригорает. если мы говорим про блины, мы сегодня вот упомянули про, вот, ну, мы привыкли блины, в принципе, кушать пачками. Но, оказывается, ну, на самом деле нужно себя немножко держать, так сказать, в рамках. И вот что думаете про, ну, вот, чрезмерное, наверное, употребление блинов? Потому что, ну, масленица, как будто она и предполагает, что мы сейчас... Ну да, в течение всей недели мы так или иначе угощаемся блинами, но блины не нужно кушать натощак. 2-3 блина, ну, как бы в день, не увлекаться сладостями, то есть сгущенку у нас все очень любят, но лучше творог, ягода, ну, и как бы рыба, наверное. А что можно сказать традиционной начинкой вот именно для русских блинов? Для русских блинов, ну, мед, ягода, ну, сметана. То Да. есть это прям вот такие, ну, более-менее традиционные, которые всегда Творог, были. сметана, молочные начинки. Ну, сейчас вот еще у нас увлекаются там ветчина, яйца. Как бы вот так вот. А сгущенка это все-таки более новомодная уже. Ну да, это современный вариант. Спасибо большое, что вы украсили наш сегодняшний эфир. Я уверена, что все праздники будут вот именно, дорогие зрители, вот такими праздничными. Поэтому, если вы давно хотели куда-то найти, куда одеть свой костюм, у вас есть отличный повод. Вам спасибо, ну и хороших праздничных Да, дней. Пусть спасибо. Желаем большого количества участников всех этих мероприятий, которые придут, насладятся встречей весны, я бы вот так сказал. А если не придете, весна не наступит. Вот так-то. Тем не менее, Вероника, заметила ли ты, что у нас в Якутске, ну, последнее время вот, начинают как будто очень массово вывески меняться? Да, я заметила, что облик Якутска меняется. Это не просто так. У нас есть изменения в законодательстве, которые требуют изменений, да, то есть и аббревиатур, и переводы на русский язык. А какие именно изменения, какие требования, узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике. Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о вывесках и публичной информации. Что же меняется с 1 марта 2026 года? Именно с этого времени в России вступают в силу изменения, которые напрямую затрагивают внешний облик бизнеса. Это вывеска, навигация, таблички, ценники и другая публичная информация для потребителя.
Использование иностранных слов и латиницы в офлайн-пространстве может быть признано нарушением, даже если раньше это считалось нормой или элементом брендинга. Ключевое изменение закреплено федеральным законом номером 168, который вносит поправки в законодательство о государственном языке и защиту прав потребителей. Вся информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть представлена только на русском языке, как государственном языке Российской Федерации. Дата вступления в силу норм с 1 марта 2026 года. Требования касаются именно офлайн-пространства, где потребитель физически взаимодействует с бизнесом. В зону обязательного русского языка попадают вывески и названия объектов, навигация внутри зданий и на территории, а также режим работы, ценники и информация об акциях. Кроме того, правила оказания услуг, таблички «Открыто», «Закрыто», «Касса», «Вход» и «Выход». Важно, речь идет не только о фасадных вывесках, но и о внутреннем оформлении, особенно в торговых центрах, ресторанах, офисных пространствах. Использование английских и иных иностранных слов само по себе не запрещено, но становится проблемой, если отсутствует равнозначная версия на русском языке. Иностранное слово используется как основная информация для потребителя. Русская версия формальная, мелким шрифтом или для галочки. Под потенциальный риск также подпадают популярные элементы кофе, шоп, сейл, open, фудкорт, а также навигация и сервисные обозначения только на латинице. Отдельного штрафа за иностранную вывеску в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации пока нет. Но это не означает отсутствие рисков, контроль возможен через действующие нормы. Например, органы Роспотребнадзора как отсутствие обязательной информации для потребителей, органы антимонопольной службы как нарушение законодательства рекламы, органы местного самоуправления на основании правил благоустройства вплоть до демонтажа вывесок. Чтобы не решать проблему в авральном режиме, в 2026 году юристы рекомендуют провести аудит всех вывесок и навигации, проверить, подпадают ли используемые названия под исключение, а также оценить необходимость регистрации обозначений как товарных знаков, подготовить корректные русскоязычные версии для навигации и информации, а также закрепить требования в договорах аренды с подрядчиками по рекламу и дизайну. Знайте свои права. Отличный совет, будьте внимательны, но мы продолжаем как раз разговор о защите своих прав. Цифровой мир дал нам удобство, но он же подарил новые инструменты и преступникам. Электронные кошельки, госуслуги, восстановление аккаунтов, привязанных к старым номерам, подделка голоса. Теперь это не только слова из новостей, это орудие в руках мошенников и наша действительность. Да, они могут клонировать голос вашего родственника, создать фальшивое видео и обмануть систему идентификации. Звучит как фантастика? Увы, это уже реальность. Как технологии изменили криминальный ландшафт и что делать, когда доверять нельзя даже своим глазам и ушам, а проявлять бдительность необходимо во всем. Смотрите в следующем материале. В конце января жительница Покровска внесла ежемесячный платеж на кредитную карту. Войдя в приложение, она обнаружила, что на ее счету не один займ. И увидела, что там есть сообщение, в котором написано, что меня поздравляют с какой-то покупкой. А я покупки никакие не делал, ничего я там заем какие-то, займы не оформляла. Я спустилась дальше к декабрю и увидела, что 28 декабря у меня с кредитной карты были списания. Такие мелкие, как 399, 499, вот такие. Там еще 3000 было, 2500, по-моему, что-то вот такое. Это все было сделано за короткий промежуток времени. Снятие денег произвели на сумму 39 тысяч и еще оформили на мое имя займ на покупку телефона в сумме 49 тысяч рублей. Мошенники взламывают госуслуги для того, чтобы завладеть электронной подписью своей жертвы. Для этого они сначала меняют привязанный к аккаунту номер телефона на свой, а далее подают множество заявок на микрозаймы. Для защиты от подобных случаев была создана услуга «Самозапрет». Для ее подключения необходимо нажать в приложении иконку робота Макса, далее вписать в открывшемся окошке слово «Самозапрет» и действовать в соответствии с инструкцией.
Мы не устаем вам напоминать, что в эпоху цифрового развития не стоит верить сразу всей поступающей через телефон информации, не переходить по ссылкам, не нажимать на иконки АПК-файлов, не перезванивать на указанный в сообщении номер. В случае поступления любой нарушающей ваше душевное равновесие новости следует позвонить в полицию. Только так вы сможете быть уверены в том, что дозвонились туда, куда хотели. Ну, мы тоже в очередной раз призываем вас всех к бдительности, потому что, ну, это все не шутки. Мы знаем вот эти вот, сколько слышим новостей о том, что сколько миллионов мошенники уже похитили, и постоянно нам об этом рассказывают. Ну, новости не всегда бывают такие страшные, и бывают новости и хорошие. И вот какими наши коллеги из информационной службы сейчас новостями поделятся, давайте узнаем. Мы продолжаем рассказывать актуальные новости к этому часу. За 2 года действия программы долгосрочных сбережений в ней приняли участие более 10 миллионов российских граждан. По итогам прошлого года россияне оформили более 7 миллионов договоров в рамках программы долгосрочных сбережений. Объем привлеченных средств превысил 500 миллиардов рублей. ПДС позволило повысить число негосударственных пенсионных фондов, что в свою очередь привело к повышению конкуренции на рынке. Напомним, что с 1 октября 2025 года у россиян появилась возможность заключать договор по ПДС с использованием госуслуг. На площадке строительства Ленского моста начаты подготовительные работы к дноуглублению русла реки. На сегодняшний день начата подготовка участков для установки кофердамов и устройства русловых опор. Первый кофердам опоры номер 10 полностью смонтирован на технологической площадке номер 2 на левом берегу. Рядом продолжается сборка второго центрального кофердама. Он предназначен для самого высокого пилона моста – более 284 метров. На технологической площадке номер 1 ведется изготовление армокаркасов. Продолжаются работы по возведению береговых опор моста. Крупнейший погребальный памятник эпохи Средневековья и нового времени, существующий на территории Якутии, могильный комплекс Истех-Быран в Хангаласском районе, преподнес ученым новый сюрприз. В ходе экспедиции археологи выявили здесь более 50 древних захоронений. Однако раскапывать все до основания ученые не планируют. Часть захоронений намеренно оставят нетронутыми для будущих поколений исследователей. В Национальной библиотеке прошел фестиваль знаний «Зимний сад», организованный ботаническим садом СВФУ. Для посетителей проводились тематические беседы, посвященные растениям Якутии, и была организована продажа семян многолетних и древокустарниковых растений. В программе состоялась творческая встреча с художником-модельером Лидией Будищевой, где были представлены авторские костюмы, тематические беседы о растениях Якутии и мастер-классы для посетителей. Особый интерес вызвала выставка «Арт-ботаника». Здесь были представлены картины, под каждой из которых указано название изображенного растения и его описание. Кроме того, внимание гостей привлекли живые питоны. Уникальность в том, что эти растения, эти семена, которые мы сейчас продаем, это семена акклиматизированных растений. То есть растений, которые 100% вырастут в наших условиях, в условиях Якутии. А сейчас вот у нас идет лекция о семенах. Это его ведет специалист нашего сада, заведующий семенным кабинетом. И тоже вот люди очень сейчас интересно она рассказывает. Люди просто очень рады, задают кучу вопросов. Вот такая вот у нас активность. В спортивном комплексе «Дахсун» прошел двухдневный зимний фестиваль «Мы за ГТО». Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдают жители разных возрастов и профессий. Отдельное направление фестиваля – ГТО без границ, где нормативы выполнили люди с ОВЗ. В первый день участники сдали силовые и прикладные нормативы – подтягивания, отжимания, прыжки в длину, наклоны и стрельбу. Финальный день – беговые дисциплины и плавание. Стоит отметить, что с этого года в республике ГТО будут проводиться 3 раза в год. Мне 25 лет, сдаю 9-ю ступень
ГТО. Ну, для меня ГТО – это, скорее всего, проверить свои возможности. В течение нескольких месяцев люди тренируются, бегают, подтягиваются, отжимаются. И вот в такие вот праздники, такие фестивали как бы показывают, что люди могут делать, чего достигли, каких целей. И вот как раз ГТО к этому и подводит, чтобы проверить себя и посмотреть, на что ты способен. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и до встречи в эфире. Но мы держим руку на пульсе не только последних событий, но и Вселенной. Что Меркурий натворил на этой неделе и не ретроградит ли он вообще снова? Возможно, именно этим объясняются утренние проблемы с кофе, все тайны звездного неба в нашем утреннем гороскопе. Овнов ждет неделя дерзких начинаний и вдохновляющих встреч. Марс в вашем знаке разгоняет кровь, требует действий и сметает сомнения. В понедельник и вторник хорошо давать старт проектам, менять имидж или договариваться о повышении. К четвергу возможны мелкие технические накладки. Проверяйте документы и билеты. А выходные подарят приятные известия от дальних родственников или друзей из другого города. Тельцы. Вас ждет проверка на гибкость. Планеты намекают, что ваше упрямство сейчас работает против вас. В середине недели может возникнуть ситуация, где придется подстроиться под обстоятельства или принять чужую точку зрения. А зато финансовая сфера радует. Возможен возврат старого долга или удачная покупка со скидкой. Выходные проведите в одиночестве, чтобы восстановить энергию. Близнецов ждет информационный бум. Вы окажетесь в центре новостей, слухов и неожиданных предложений. Ваша задача – отсеять лишнее. Во вторник и среду высока вероятность важного разговора с начальством или авторитетным человеком. Не бойтесь просить совета, вам помогут. А в пятницу возможна спонтанная поездка или романтическое знакомство. Раки. Вас ждет выход из тени. Всю неделю вы будете заметны, ваше мнение станут спрашивать, к советам прислушиваться. Особенно это касается рабочих вопросов. Смело предлагайте свои идеи. А в личных отношениях возможен период недопонимания. Партнер кажется отстраненным, но это временно. Не давите и дайте ему пространство. Воскресенье идеально для уборки и избавления от хлама. Львов ждет кармический узел на линии карьеры. Успех придет к тем, кто не боится брать на себя ответственность. В середине недели возможен конфликт с коллегой, который претендует на ваше место. Держите удар и не опускайтесь до интриг. А в пятницу вечером неожиданный звонок или сообщение может перевернуть планы на выходные. Девы, вас ждет интенсивное общение с иностранцами или людьми из другой сферы. Возможно, придется вспомнить английский или разбираться в непривычных терминах. Неделя учит вас расширять границы. А в любви важный этап. Одиночки встретят того, кто не в их вкусе. Но именно этот человек заставит сердце биться чаще. Весов ждет финансовая перезагрузка. Пришло время закрывать долги, пересматривать бюджет или искать подработку. В среду поступит предложение, от которого сложно отказаться. Взвесьте все риски. В отношениях возможна пауза, кто-то из близких нуждается в тишине. Но не пытайтесь спасать насильно, а воскресенье подарит творческий инсайт. Скорпионы, вас ждет неделя тотальной искренности. Лгать и не договаривать не получится, вся правда выйдет наружу. Это касается и рабочих, и личных дел. Если есть нерешенные конфликты, то сейчас лучшее время для разговора. В четверг высока вероятность получения денег из неожиданного источника, а в конце недели возможен резкий перепад настроения от эйфории до апатии. Стрельцов ждет погружение в рутину. Придется разбирать завалы в документах, в доме и даже в голове. Неделя не подходит для глобальных планов, но отлично годится для завершения старого. Вторник принесет весть о ком-то из прошлого, а в четверг вечером отложите дела и уделите время семье. Домашние нуждаются в вашем тепле больше, чем кажется. Козерогов ждет период внезапных открытий. Вы увидите истинное лицо коллеги, узнаете тайну друга или поймете, чего на самом деле хотите от жизни. В среду, вероятно, нестандартное предложение по работе. Не торопитесь отказываться, а в любви, возможно, ссора из-за денег. Не смешивайте эмоции и финансы. Суббота принесет легкость и приятный сюрприз.
Водолеев ждет неделя самоанализа. Солнце в вашем знаке подсвечивает внутренние противоречия. Вам захочется побыть одному, переосмыслить цели. Неделя не для шумных вечеринок, а для дневников, прогулок и разговоров с психологом или мудрым другом. А в пятницу, возможно, неловкость в общении с начальством. Не оправдывайтесь, просто работайте качественно. Рыб ждет кармический бумеранг. Все, что вы отдали миру, вернется хорошее и не очень. Будьте особенно внимательны к словам в среду, случайная фраза может ранить близкого, а в четверг, возможно, приятная денежная неожиданность. Выходные лучше провести на природе или заняться телом. Массаж, баня, спорт снимут напряжение от этой непростой недели. С таким настроением начинаем наступившую неделю, масленичную, что немаловажно. Поэтому вкусных вам блинов хотим пожелать и хорошего настроения на сегодняшний день. Да, чтобы самое главное, вы верили только в хорошие прогнозы, есть повод улыбнуться, ведь каждый блинчик — это маленькое солнышко, ему стоит улыбнуться в ответ, и тогда неделя обязательно будет не только масленичной, но и счастливой. Да. Мы с вами здесь всю неделю, каждое утро, поэтому завтра вновь увидимся. Ну а на сегодня отправляем вас в этот день, и пусть все у вас получится. До новых встреч!